Многое, мне кажется, сделано. Даже работа большого жюри, я помню прекрасно 2 года назад, наши обсуждения, которые были тогда в связи с этими телевизионными сюжетами, это прошло в вашем регионе, а в других регионах, в которых были упомянуты издатели, да, этого ничего не было. То есть тоже, конечно, весьма достойно уважения, то есть надо эти вопросы обсуждать. Вы прекрасно знаете, кто есть кто. Если говорить о тех так называемых коллегах, которые меня тут встречали, ну, понятно, что исключать нет, если человек не член Союза журналистов, но, наверное, надо об этом больше рассказывать в своих СМИ, чтобы аудитория понимала. Для нас сегодня очень большая проблема, аудитория не способна разобраться, кто настоящий журналист, да, кто такой фейковый, кто честно пытается влиять как-то на то, что происходит в жизни, на процесс, на решение проблем, а кто, в общем, только так пытается отрабатывать некие заказы, некие деньги, абсолютно не обладая никакими этическими принципами. Пусть люди знают, понятно, что они будут это все читать, но тем не менее в сетях, на сайтах, в каких-то программах, обо всем этом можно говорить. Хочу сказать, что да, действительно, союз журналистов России сегодня очень сильно меняется. Вы, наверное, те, кто следит за нашим сайтом, видите, что новый председатель очень мобилен, очень много ездит, много встречается с самыми разными руководителями. Вот он недавно вел пресс-конференцию государства. Вчера он встречался с руководством Краснодарского края и Сочи на предмет проведения журналистского форума фестиваля. Скорее всего, он поменяет в этом году место, не в Дежемосе, будет в каком-то другом месте, но тем не менее в Сочи это, в общем, я думаю, не повлияет на формат, а наоборот лучше. Хочу пожелать вам всем действительно обсудить то, что было, наметить план работы. Конечно, у нас у всех впереди не очень простое время. И не только потому, что денег меньше. Я думаю, что это не самое главное. Вообще, есть регионы. Как-то так я за эти 2 дня много слышал о том, что у вас проблемы с субсидиями, с государственной поддержкой, но ведь не во всех регионах так далее. Везде сложно, да, везде где-то идут сокращения. Но катастрофы нигде нет. Нигде там СМИ не закрываются просто десятками, пачками, нигде нет увольнений. Я не думаю, что будет прямо так все трагично. В любом случае, если будет нормальный работающий Союз журналистов России, который будет каким-то образом участвовать в том числе в переговорах с работодателями, частными, государственными, как некая дополнительная, да, такая поддержка, чтобы не было каких-то совершенно решений таких непродуманных, я думаю, что все будет лучше. Хочу пожелать вам всем плодотворной работы, вновь избранному председателю, да, терпения, выдержки, потому что действительно работа сложная, но я уверен, что у вас все будет хорошо и будет еще лучше, чем в этот период. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.